Прошел ровно год со дня чудесного спасения пилота вертолета Александра Новосельцева. Все помнят историю о том, как мужчина выжил в Момских горах при минусовой температуре после жесткой посадки воздушного судна. Там он провел целых 4 дня. Как ему удалось выжить и что он делал, чтобы уцелеть и вернуться домой? Сюжет Сусанны Рожиной. Нулевая видимость, пурга. Вертолет начинает заносить из-за сильного бокового ветра, но по счастливой случайности пилоту удается разглядеть верхушку скалы и повернуть вертолет в сторону, и тем самым избежать прямого столкновения с горой. Так Новосельцев избежал мгновенной смерти. В момент вылета погода была, конечно, не очень хорошая, но по маршруту обещали, что будет улучшение. Ну, к сожалению, немножко я не учел погодные условия, и так называемый перед со сыром, перевал, попал достаточно сильный снежный заряд. И, к сожалению, мощности вертолета не хватило перескочить его. Там высота была порядка 2400, и на 1700, к сожалению, у меня двигатель не выдержал. Александр был вынужден сделать аварийную посадку. И слава богу, он не получил увечий и смог подать сигнал СОС. Сообщил свои координаты по спутниковому телефону и стал ждать спасателей. Но погода внесла серьезные коррективы, и Новосельцеву пришлось ждать спасения долгих 4 дня в горном ущелье. Без еды, воды и теплых вещей. К сожалению, в полете у меня был только запас топлива, не было продуктов, не было воды. Как-то удалось это все растянуть. Спасателям мешали плохие погодные условия и сильная пурга. Ночью температура в горах опускалась ниже 5 градусов. И только на 4-е сутки вертолету Ми-8 полярных авиалиний удалось обнаружить Новосельцева живым и невредимым. Хотя многие уже отчаялись и готовились к худшему. Самое главное, конечно, не паниковать, верить, что тебе спасут. И, в общем-то, это помогло продержаться 4 суток. Поэтому большое еще раз спасибо всем спасателям, ребятам со сыра, которые меня вытащили, пришли ко мне. Огромный им привет. Сила воли, настоящий северный железный характер, закаленный с самого детства на берегу священной реки Колыма, помогли Александру Новосельцеву выжить в суровых горных условиях. Полный репортаж смотрите на нашем телеканале в воскресенье, 29 сентября. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск, Среднеколымск.